На радио Резекне гости. В конце прошлого года ансамбль русского романса «Интрига» города Резекне участвовал в международном конкурсе «Балтийский талант-2015», который происходил в Израиле. В итоге «Интрига» стала обладателем первого места и памятного кубка. Больше об этой поездке в Израиль сегодня вам радиослушатели расскажет руководитель Центра русской культуры города Резекне, а также одна из участниц ансамбля «Интрига» Наталья Усачева. Я хочу вам рассказать о поездке вокального ансамбля «Интрига» Центра русской культуры на международный фестиваль «Балтийский талант-2015». Центр русской культуры очень активно участвует в работе различных проектов. Даже уже в этом наступившем новом году мы уже успели поучаствовать в рождественской елочке, в проекте «Суп Резекне», и мы всегда активно участвуем в различных проектах, и европейских, и латвийских. И осенью 2015 года пришла рассылка с предложением поучаствовать в международном фестивале «Балтийский талант-2015». Я прочитала положение этого конкурса, цели, задачи. Они совпали с нашей творческой деятельностью, и поэтому было предложено вокальному ансамблю «Интрига» принять участие в этом международном конкурсе. Так как мы получили рассылку слишком поздно, полуфинал уже прошел, поэтому мы обратились к руководителю проекта с просьбой послушать нас, и, может быть, наше выступление им понравится. Поэтому мы выслали видеоролики с нашими выступлениями, с нашими песнями, и руководители этого проекта прослушали, оценили, сказали, что уровень нашего пения их устраивает, а репертуар им тоже понравился, и поэтому вскоре мы получили приглашение принять участие в международном конкурсе, который проходил в 2015 году в декабре в Израиле, в городе Тверия. Мы путешествовали с 20 декабря по 27 декабря. В этот проект входил не только сам фестиваль, само выступление, но еще была очень большая разнообразная туристическая программа, и поэтому мы с радостью приняли в нем участие. Хочу сказать большое спасибо тем людям, которые помогли нам принять участие в этом фестивале. Это, конечно же, депутаты городской думы, которые помогли нам с оплатой транспорта до аэропорта. Хотим сказать спасибо Дому культуры национальных обществ и Светлане Семеняке, и также нашему давнему другу, депутату Сейма Рыбакову, Ивану Емельяновичу. Все эти люди помогли и морально, и материально для того, чтобы мы поучаствовали в этом фестивале. В этом фестивале в 2015 году участвовали страны прибалтийские и Израиль. Там были представлены различные номинации: дуэты, соло, ансамбли, также танцевальные группы. И мы попали в такую красивую номинацию 17+, со своими песнями. Мы исполнили на этом фестивале 3 песни. Песня на слова Балбулата Акуджавы «После дождичка», «Если стала бы я птицей лесной», очень сейчас популярная песня, и «За тихой рекой». Было международное жюри, которое состояло из 5 человек, представители разных стран, то есть и Латвия, и Литва была, и Израиль представлен. И после каждой песни жюри выставляло оценки по 10-бальной системе, и поэтому, конечно, для нас была большая радость, потому что после нашего выступления жюри нас очень высоко оценило, и мы привезли в Резекне первое место в вокальном жанре, вокальная песня. Нам был вручен диплом за первое место и кубок. Сразу хочу сказать, что мы поехали на этот фестиваль, конечно, с большой радостью и с желанием там поучаствовать. Совершенно не думали о том, какое место мы займем и займем ли мы вообще. Потому что для нас самое приятное это было само путешествие в Израиль, попасть в эту замечательную страну. А тем более, когда мы еще и получили такую высокую оценку, то это в 2 раза, наверное, а может быть и в 10 раз сделало наше путешествие еще более приятным. Очень интересное было то, что потом после концерта к нам подходили зрители,
которые присутствовали на концерте, благодарили нас за песни. С большим удовольствием они хотели пообщаться с нами на русском языке. Очень много задавали вопросов о Латвии, о Прибалтике. И чувствовалась вот такая нотка ностальгии в их голосе, потому что это были в основном выходцы из бывшего Советского Союза. Все неплохо говорили на русском языке, и поэтому их очень живо интересовало все, что происходит у нас в стране. Поэтому после концерта мы еще очень долго общались и обменивались своими впечатлениями. Как я уже сказала, это путешествие было не только участие в фестивале, но это была очень большая такая туристическая программа. Поэтому мы с ансамблем и с другими участниками этого конкурса, можно сказать, объехали весь Израиль от самой южной точки, от города Эйлат, до самой верхней, потому что Тверия, тот город, в котором мы выступали, находится на севере Израиля. И поэтому каждый день он приносил много радости, удовольствия. Руководители этого проекта постарались сделать так, чтобы это путешествие было очень приятным и полезным. И поэтому мы посетили разные города Израиля. Мы побывали на Мертвом море, жили мы на берегу Галилейского моря, и поэтому все такие святые места, которым славится Израиль, конечно, мы посетили, полюбовались. Мы и были на реке Иордан, где крестился Иисус Христос, и мы, конечно же, побывали в Иерусалиме. Была большущая экскурсия по городу, ко всем святым местам. Были, конечно, у Стены Плача, и, как и все люди мира, которые туда приезжают, мы, конечно же, писали записки и пытались найти щелочку, куда можно эту записочку втиснуть со своими пожеланиями, со своими мечтами, просьбами к Богу. То есть это, конечно, было незабываемое путешествие, потому что из нашей холодной латвийской зимы мы вдруг оказались в такой летний период, когда все пышно цветет, когда еще можно купаться, можно загорать. Мы увидели совершенно уникальное, фантастическое место Бахайские сады. Это такое современное чудо света. И еще раз убедились в том, что израильтяне – это люди очень не только гостеприимные, но очень трудолюбивые, потому что они буквально на каждом клочке своей земли они постарались сделать райский уголок. То есть везде все цветет, все зеленеет, чуть ли не каждой клумбе, каждому дереву подведена система орошения. И поэтому вот декабрьский Израиль нас порадовал красками, ароматами, красотой необыкновенной. Хочу еще сказать, тайну не буду всю открывать, но вот после нашего выступления члены жюри тоже к нам подходили и благодарили за выступление. И ансамбль «Интрига» получил еще одно приглашение тоже в очень замечательную страну, на следующий конкурс, тоже уже международный. Но соблюдая, так скажем, название нашего ансамбля «Интрига», я эту интригу сохраню и пока не буду называть, какую страну, но мы уже активно с января месяца начинаем готовиться к следующему конкурсу. Конечно, этот конкурс нас тоже немножечко подстегнул, потому что все-таки это уже был немножечко другой уровень, международный уровень, и поэтому «Интрига» приложила максимум усилий для подготовки к конкурсу, поэтому мы уже пели не как обычно одноголосно, двуголосно, но мы уже раскладывали представленные песни на конкурсе на 3 и 4 голоса. У нас есть солистка в ансамбле, и поэтому можно сказать, что этот конкурс подстегнул «Интригу» на новые песни, новую манеру исполнения. И некоторые рязыкненцы могли в этом убедиться, потому что мы с этими песнями уже выступали на рождественской елочке в Йорике, на таком рождественском новогоднем празднике. Как всегда, мы продолжаем работать с новым репертуаром, поэтому весь февраль месяц у нас будет занят работой в проекте, совместном проекте со всеми национальными обществами города Резекне. Мы будем участвовать в общих концертах. Режиссер этого проекта Лариса Щукина, и проект написали в Доме культуры национальных обществ, и поэтому будут совместные концерты, и «Интрига» в том числе тоже будет выступать, и русский блок, он будет освещать зимнюю тему, и поэтому мы будем выступать такой новогодней красивой зимней песней. Кроме того, мы уже начинаем работу над следующей программой, потому что когда нам было 5 лет Центру русской культуры и вокальному ансамблю «Интрига», мы давали большой концерт. Мы пели романсы и лирические песни.
Но это был наш первый концерт, наша первая программа, такая большая уже именно ансамбля «Интрига», то сейчас мы начинаем подготовку ко второй программе, и мы хотим подготовить программу песни 50-х, 60-х годов. И такое рабочее название сейчас этого проекта – это «Песни наших мам». Эти песни, они такие незатейливые, но очень милые, очень задушевные, мелодичные. Они у нас у всех на слуху. И нам бы очень, конечно, хотелось в планах возродить такую традицию голубого огонька, где люди могут вместе встретиться, поговорить, попеть любимые, знакомые песни. И поэтому вот «Интрига» приступает к работе над новым проектом «Песни наших мам». Поэтому я думаю, что, боюсь сейчас назначить дату, но в этом году точно Центр русской культуры и вокальный ансамбль «Интрига» выступит с новой программой. Следите за рекламой. Мы, как всегда, будем ждать своего зрителя, а зритель наш уже в Резекне есть, нас уже знают, и не побоюсь этого слова сказать, любят. Поэтому с удовольствием для вас мы будем работать над новой программой.